Урок номер 32. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться». Николай Алексеевич Заболоцкий – талантливый русский поэт. Первые 3 класса школы он окончил в одном из сел Вятской губернии. Здесь отложились в его сознании первоначальные впечатления от русской природы. Здесь он пристрастился к чтению. Шкаф, наполненный книгами, стал, как впоследствии вспоминал поэт, его любимым наставником и воспитателем. Здесь, еще мальчиком, он начал писать стихи. Затем учеба в реальном училище, Московском университете, где Заболоцкий поступил одновременно на филологический и медицинский факультеты, переход в Ленинградский педагогический институт, военная служба, сотрудничество в детских журналах. С 1938 по 1947 год – годы репрессий, ссылка по ложному политическому обвинению, полуголодное существование, переезд в Грузию, литературная деятельность. Годы испытаний не сломили поэта. В письме жене он писал: «Для всего народа эти годы были очень тяжелыми, и я понял в жизни такое, о чем не думал прежде. Я стал спокойнее, и я люблю эту жизнь со всеми ее радостями и всеми страданиями, которые выпали на нашу долю». Во многих исследованиях литературоведов, посвященных Заболоцкому, отмечается его яркий талант, упорный труд, неустанные творческие поиски, богатство тем и мотивов поэзии, разнообразие художественных средств выражения, благозвучие стиха. Современники о Заболоцком. Что говорили Тихонов, Степанов, Македонов, почитайте самостоятельно. Упражнение 2. Послушайте стихотворение. Сравните свои предположения с его содержанием. Почему, на ваш взгляд, нельзя позволять душе лениться? Обратите внимание на правый столбик. Изучите, что такое антитеза, что такое анафора, потому что вам потом придется их находить в тексте. Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Гони ее от дома к дому, тащи с этапа на этап, по пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешай спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Коль дать ей вздумаешь поблажку, освобождая от работ, она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. А ты хватай ее за плечи, учи и мучай до темна. Чтоб жить с тобой по-человечьи, училась заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь. Она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. И смысл стихотворения в том, что если позволить душе лениться, ничего не добьешься в жизни. Упражнение 2. Ответьте на вопросы. О чем это стихотворение? Это стихотворение о том, как нужно воспитывать в себе любовь к труду и не лениться. Кому обращено стихотворение? Стихотворение обращено ко всем читателям, каждому человеку. Также автор писал и для себя. Какова его основная мысль? Основная мысль в том, что человеческая душа должна работать и трудиться. Какое настроение создает это произведение? С помощью каких художественных приемов? Стихотворение мотивирует развиваться, не позволять душе лениться с помощью обращений восклицательных интонаций. Как вы понимаете выражение «труд души»? Это воспитание положительных качеств, воспитание в себе силы воли, укрепление своего духа. Почему автор считает труд души необходимостью? В каких строках передается эта мысль? Потому что без него нет развития души. Душа обязана трудиться,
и день и ночь, и день и ночь. О чем заставляет задуматься стихотворение? Стихотворение заставляет задуматься о саморазвитии и самореализации, о том, что нельзя лениться, к чему призывает автор. Автор призывает начать действовать, изменить себя в лучшую сторону, не сидеть без дела. Работа в группах. Объясните смысл выражения из первой строфы, что в ступе воду не толочь. В ступе воду не толочь значит не заниматься бессмысленным делом. Объясните значение из второй строфы. Тащи с этапа на этап. Значит совершенствоваться. Подберите антонимы к слову душа. Тело. Глагол какого наклонения обладает в стихотворении? Обладают глаголы повелительного наклонения. Какие слова повторяются в стихотворении? Как называется такой прием? Обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Прием анафора. И ответы для второго столбика. Первое. Заставляй работать, не расслабляйся. Второе. Расслабиться, разорит. Третье. Трудяга. Четвертое. С целью эмоциональной окраски. И четвертое. И пятое. Метафора. Упражнение 3. Ознакомьтесь с анализом стихотворения Заболоцкого, которое подготовила ученица. Что вы можете добавить? Все стихотворение Заболоцкого «Не позволяй душе лениться» построено на метафорах. Автор подсказывает читателю: душа как человек, живая. Она так же, как и человек, страдает. Она так же, как и человек, радуется. Она так же, как и человек, ленится. Душа человека всегда светлая, но растет человек, становится ленивым. От кого это зависит? От него самого. Поэтому не позволяй душе лениться. В душе человека часто переплетаются добро и злость, доброта и злость, любовь и ненависть. Что победит? Все зависит от человека. Стихотворение пронизано главной идеей. Человеческая душа должна работать, трудиться. Поэт предостерегает нас от лени и бездействия. Напоминает, что расслабление губительно для человека. Не стоит давать поблажек своей душе, считает поэт. Поддавшись лени однажды, ты становишься ее заложником. Заболоцкий противопоставляет бессмысленному существованию человека труд и развитие, стремление узнать что-то новое, добиваться определенных высот. Только труд и упорство помогут нам стать достойными людьми. Я согласна с данным анализом. Действительно, душа должна все время развиваться и совершенствоваться, чтобы не начать деградировать. Упражнение 4. Заполните таблицу примерами художественно-изобразительных средств из стихотворения «Не позволяй душе лениться». Олицетворение: «Держи лентяйку в черном теле». Антитеза: «Царица и рабыня». Анафора: «Обязана трудиться и день, и ночь». Упражнение 5. Что может происходить в душе каждого из нас? Попытайтесь с помощью глаголов описать состояние души. Запишите по 20 примеров в каждый столбик. В первый столбик слова, выражающие позитивное состояние души, а во второй – противоположное. Душа радуется, ликует, трудится, восторгается, умиляется. Душа страдает, тревожится, ленится, переживает, болит, умирает. Ознакомьтесь с синквейном, составленным ученицей по стихотворению Заболоцкого «Не позволяй душе лениться». Поделитесь своим мнением. Первая строка – душа. Вторая строка – два прилагательных: ленивая, черная, правильно. Третья строка – три глагола: трудится, ленится, сорвет, правильно. Так, душа разве сорвет? Лень сорвет, да? Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь, правильно. И пятая строка, я считаю, что здесь должно быть одно слово или словосочетание, но никак не 4 слова, да, можно поменять. Что такое душа? Какие слова притягиваются к слову душа и создают его окружение? Назови их.
Ну, я для вас подобрала слова: дух, тело, разум, человек, доброта, сердце. Упражнение 6. Закончите предложение. Сегодня я узнал о вреде лени. Было интересно читать анализ ученицы. Было трудно находить художественные изобразительные средства. Выучите наизусть стихотворение Заболоцкого «Не позволяй душе лениться».